Добро пожаловать на канал, посланный Богом. Друг, сегодня у Бога есть для тебя откровение, то, что мешает твоему продвижению в жизни. Более того, после этого откровения наш Отец благословит вас, открыв все двери, которые нужно открыть, и закрыв все те, которые долгое время мешали вам жить. Так что не разочаровывай нашего Отца и слушай до конца. Аминь, мой возлюбленный сын. С глубокой любовью я приветствую тебя. С великой радостью я открываю двери своего сердца, чтобы приветствовать тебя в этот момент молитвы и веры. Пусть через эту молитву, раскрывающую глубины твоей души, ты получишь мою благодать. Сынок, я прошу тебя поделиться своими молитвами в комментариях ниже, в то время как ты внимательно слушаешь меня. И, пожалуйста, сынок, вырази свою любовь и благодарность ко мне, оставив свой лайк и свои слова, чтобы мы могли вместе начать эту молитву и полностью открыть твое сердце. Оставь свой лайк в знак благодарности нашему могущественному Богу. Возлюбленный сын, я хочу поделиться с тобой отрывком из моего священного писания, который находится в Откровении, глава 3, стихи 7 и 8. В нем говорится о том, что святой и истинный – это тот, кто держит мои небесные ключи. Если я открою его, то никто не сможет закрыть его, и если он будет закрыт, то никто не сможет открыть его. Я знаю твои действия, и я поставил перед тобой открытую дверь, которую никто не может закрыть, потому что ты сдержал мое слово и не отрекся от него. Сын, с этого момента я открою все двери, которые должны быть открыты в твоей жизни. В то же время я закрою все двери, которые должны оставаться запертыми на твоем пути. Как писал апостол Иоанн, истинно святые владеют ключом Давидовым, который открывает, и никто не закрывает, и закрывает, и никто не открывает. И как твой Отец, я заявляю, что открыл для тебя дверь, которую никто не сможет закрыть. Комментарий. Дверь, которую открывает Бог, никто не закроет. Возлюбленные, во святом имени моего возлюбленного Сына, Христа Иисуса, я обращаюсь к вам с искренним приглашением позволить всем дверям, которые должны быть открыты в вашей жизни прямо сейчас, мягко распахнуться. В то же время, с любовью и заботой Отца, я закрою все двери, которые должны оставаться закрытыми, запечатанными и запертыми. Сегодня я со всей любовью открываю в вашей жизни новые возможности для работы. Перед вами открывается дверь к финансовому процветанию и путь к успеху в вашей миссии. Пусть я также широко распахну двери ваших отношений, чтобы счастье и любовь процветали в изобилии. И как любящий Отец, я обязуюсь закрыть все двери, которые не служат вашему благополучию, росту и зрелости. Те, кто не вносит позитивного вклада в твой путь ко мне, будут удалены с твоих дорог со всей моей заботой и мудростью. Дорогое дитя, я здесь для того, чтобы прислушиваться к желаниям твоего сердца и отвечать на твои молитвы. Я понимаю твое желание отгородиться от тех, кто разочаровывает тебя и нарушает пустые обещания. С помощью моей любви и руководства я удалю из твоей жизни тех, кто не способствует твоему благополучию. Я готов открыть дверь для отношений в вашей жизни и прошу вас открыть мне свое сердце. Я приведу к вам настоящих друзей и людей, которые помогут вам расти.
Дверь к здоровым отношениям находится перед вами, и я здесь, чтобы постоянно направлять вас. Знайте, что я тайно открываю для вас нужную дверь. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы исполнить ваши желания и мечты. Более того, я открою, что мешает осуществлению ваших жизненных планов. Вместе мы разберемся с препятствиями, неправильным выбором и вредными привычками, которые мешают моему предназначению полностью реализоваться в вас. Всегда помните слова из моего Писания в Иеремии 29:11. «Я знаю планы, которые имею о вас, планы благоденствия, а не зла, ибо я дам вам будущее и надежду». Возлюбленное дитя, верь мне, ибо у меня есть план, который принесет тебе радость, надежду и жизнь. Когда ты будешь продолжать искать меня и доверять моей любви и руководству, ты увидишь, как мои планы разворачиваются на твоих глазах. Я всегда рядом с тобой, готов направлять тебя и обильно благословлять. Сын, будь благодарен. Будь инструментом для тех, кто нуждается в твоей помощи. Создатели этого канала заботятся о людях, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Это я прошу тебя об этом. Сынок, стань инструментом спасения и спаси жизнь, пока не поздно. Контактные данные указаны ниже в описании. Дорогая, я разблокирую все, что мешало твоему продвижению в жизни. Все двери в твоей жизни будут открыты, и я тут же закрою их. Сынок, задумывался ли ты когда-нибудь, есть ли в твоем доме предметы, которые были посвящены темной стороне, злым сущностям, и которые могут препятствовать потоку моей благодати в твоей жизни? Эти злые предметы служат препятствием для вашего духовного роста, затрудняя полное открытие для моего благословения. Будьте терпеливы при распознавании этих предметов. Они могут быть в виде картины, вазы или чего-либо другого, препятствующего потоку моих даров. Многие предметы, посвященные оккультизму и злу, обладают способностью притягивать препятствия в вашу жизнь и в ваше окружение, становясь преградой для моего света. Поэтому, дитя, я прошу тебя выявить все препятствия, которые мешают моей благодати в твоей жизни. Возможно, есть сожаления, в которых вы еще не признались, но которые необходимо признать. Даруй себе благодать покаяться полностью, потому что грех – это то, что мешает открыть дверь, которую я желаю для тебя. Сын, приди ко мне. Я освобожу тебя и открою истину. То, что сейчас скрыто от твоего понимания, должно быть оставлено и устранено. Это могут быть отношения, которые мешают твоему умственному и личностному росту, а также болезненные воспоминания из прошлого, которые препятствуют благословениям и дверям, которые я хочу открыть для тебя. Это необходимо, дитя мое, потому что это путь к тому, чтобы ты стал хозяином самого себя. Теперь я определяю, что мой Святой Дух укажет тебе, как действовать, чтобы открыть двери твоей жизни, сынок. Тебе нужно будет простить, чтобы облегчить стыд, который ты носишь в своем сердце. Знай, что дверь откроется только тогда, когда ты будешь практиковать прощение. В моей любви ты найдешь ключ, чтобы открыть дверь, которую ты так желаешь. Комментарий. Богу вся честь и слава. Мой возлюбленный сын,
когда другие совершают ошибки или возникают трудные ситуации, помни об этом важном духовном принципе, присутствующем в молитве «Отче наш», которую оставил для тебя мой Сын Христос Иисус. Прости нам согрешения наши, как и мы прощаем тем, кто согрешает против нас. Выбирая путь прощения, вы освобождаете место для принятия моей милости и видите перед собой открытую дверь. Помните, что, прощая, вы оказываете себе большую услугу. Теперь ищите следующие шаги, необходимые для того, чтобы позволить моему Святому Духу открыть двери в вашей жизни. Знайте, что мое желание для вас в этом сезоне – открыть невероятные двери для радости, процветания, благословений, духовного обновления, личностного роста, финансовой безопасности и более глубоких отношений. Как я уже говорил, возможно, пришло время отпустить то, что вас тяготило, или заглянуть в свою душу и признаться мне в своих потерях в искреннем письме. Возможно, пришло время исцелить душевные раны и простить боль и обиды, которые вы носите в себе. И тогда дверь откроется. Аминь. Комментарий. 8,88, дабы открылись все двери, которые закрыты. Дорогой ребенок. Продолжая путь духовного очищения и стремясь открыть двери благодати в своей жизни, знай, что я рядом с тобой каждый миг. Путь веры часто бывает нелегким, но в то же время он приносит глубокое удовлетворение. Порой стремление к духовному освобождению может напоминать переход через безводную пустыню, но знайте, что даже в самые трудные моменты я рядом с вами, как защитная тень посреди палящего зноя. Когда вы почувствуете уныние, вспомните эти слова. Кто живет в тайнике Всевышнего, тот покоится под сенью Всемогущего. ПС 91:1. По мере углубления в духовный путь вы можете столкнуться с трудностями и искушениями. Важно сохранять твердую веру и искать убежище во мне. Помните, что дьявол может попытаться создать препятствия, но мой свет всегда будет освещать ваш путь. Продолжайте практиковать прощение, поскольку оно является мощным ключом к открытию дверей благодати. Прощайте не только других, но и себя. Освободитесь от оков прошлого и позвольте моему милосердию полностью обновить вас. Теперь я хочу, чтобы вы с надеждой и уверенностью смотрели в будущее. Двери, которые открываются в вашей жизни, принесут с собой бесчисленные благословения. Сейчас самое время подготовиться к тому, чтобы принять их с благодарностью и смирением. Вспомните слова пророка Исаия: «Вот, я творю новое, и ныне явится, неужели вы не постигнете его? Вот, я проложу путь в пустыне, и реки в пустыне Ис». 43:19. Я готовлю для вас новый путь, полный чудес. Так что идите вперед с мужеством и верой. Продолжайте искать моего руководства в молитве и размышлении над моим словом. Ваш духовный путь – это путь преображения, и каждый ваш шаг будет приближать вас к моему присутствию. Комментарий. Господь – свет мой. Пусть мой свет направляет каждый твой шаг, мое возлюбленное дитя. Пусть твоя вера будет подобна факелу, освещающему твой путь, и пусть моя благодать всегда присутствует в твоей жизни. Комментарий. В твоем свете мы увидим свет.
Да будет так, сын мой. Продолжай идти по этому пути веры и преображения, зная, что я всегда рядом с тобой, направляя тебя с любовью и милосердием. Комментарий. Богу вся честь и слава. Дорогой ребенок. Продолжая путь духовного очищения и стремясь открыть двери благодати в своей жизни, знай, что я рядом с тобой каждый миг. Путь веры часто бывает нелегким, но в то же время он приносит глубокое удовлетворение. Порой стремление к духовному освобождению может напоминать переход через безводную пустыню, но знайте, что даже в самые трудные моменты я рядом с вами, как защитная тень посреди палящего зноя. Когда вы почувствуете уныние, вспомните эти слова. Кто живет в тайнике Всевышнего, тот покоится под сенью Всемогущего. ПС 91:1. По мере углубления в духовный путь вы можете столкнуться с трудностями и искушениями. Важно сохранять твердую веру и искать убежище во мне. Помните, что дьявол может попытаться создать препятствия, но мой свет всегда будет освещать ваш путь. Продолжайте практиковать прощение, поскольку оно является мощным ключом к открытию дверей благодати. Прощайте не только других, но и себя. Освободитесь от оков прошлого и позвольте моему милосердию полностью обновить вас. Теперь я хочу, чтобы вы с надеждой и уверенностью смотрели в будущее. Двери, которые открываются в вашей жизни, принесут с собой бесчисленные благословения. Сейчас самое время подготовиться к тому, чтобы принять их с благодарностью и смирением. Вспомните слова пророка Исаия: «Вот, я творю новое, и ныне явится, неужели вы не постигнете его? Вот, я проложу путь в пустыне, и реки в пустыне Ис». 43:19. Я готовлю для вас новый путь, полный чудес. Так что идите вперед с мужеством и верой. Продолжайте искать моего руководства в молитве и размышлении над моим словом. Ваш духовный путь – это путь преображения, и каждый ваш шаг будет приближать вас к моему присутствию. Комментарий. Господь – свет мой. Пусть мой свет направляет каждый твой шаг, мое возлюбленное дитя. Пусть твоя вера будет подобна факелу, освещающему твой путь, и пусть моя благодать всегда присутствует в твоей жизни. Комментарий. В твоем свете мы увидим свет. Да будет так, сын мой. Продолжай идти по этому пути веры и преображения, зная, что я всегда рядом с тобой, направляя тебя с любовью и милосердием. Комментарий. Богу вся честь и слава. Я открываю дверь к вашему здоровью, а вскоре и к вашей свободе. Откройте путь к исцелению от депрессии, тревоги и страха. Двери к здоровью и покою останутся открытыми, поскольку я посвящаю себя тому, чтобы дарить вам спокойные ночи. Я освобождаю вас от голода, отчаяния и даже от мыслей о самоубийстве. Пусть все благословения, которые еще не достигли вас, придут теперь в мое святое имя. Многим из ваших благословений мешали грех, болезни, злые духи и искушения. Но теперь эти благословения будут свободно течь в моем имени. Преграды на пути благодати рухнули, и благословения потекут, как густой лес без конца. Пусть все благословения, которые я приготовил для тебя, зальют твою жизнь, как река,
мой возлюбленный сын. Пусть эти сохраненные благословения дойдут до тебя от моего могущественного имени, передаваясь твоей семье, твоим финансам и грядущим поколениям. Все благословения, которые враг удалил из твоей жизни, теперь будут восстановлены в 7 раз во имя мое. Да будешь ты, сын мой, благословен в своей семье и на своем пути. Я приношу процветание, исцеление, безопасность и радость. Я открываю все двери на этом жизненном пути для моего любимого сына, который сталкивается с огромными трудностями. Сын мой, ты не одинок в своих страданиях, и я присутствую на всех твоих путях. Я открываю двери на этом пути, чтобы любовь снова расцвела, чтобы прощение пролилось и чтобы отношения были восстановлены. Мой возлюбленный сын, с огромной любовью я, твой Отец, твой Бог, открываю дверь от своего имени, чтобы полностью восстановить эти отношения, которые были омрачены стыдом, местью, ревностью и гордостью. Сколько препятствий было поставлено на пути этих отношений, которые поддались чувству вины, боли и внешнему влиянию, доведя тебя до депрессии. Дитя мое, я здесь как сострадательный отец, чтобы открыть двери благословений во имя мое и принести процветание во все сферы твоей жизни. Эти двери открываются и для тех, кто потерял себя раньше, дорогие мои, позволяя им начать жизнь заново с уверенностью. Если кто-то был предан, брошен или пережил развод, знайте, что в этот момент я восстанавливаю их жизнь. Двери моей милости открываются и для тех, кто чувствует себя одиноким, как чужак в чужой стране. Во имя мое я открываю двери надежды и дружбы для моих дорогих сыновей и дочерей, которые готовятся к экзаменам и поступают в колледж. Я здесь и открываю двери от своего имени. Я хочу, чтобы эти двери привели их к успеху во всех их начинаниях и открыли им возможность учиться и совершенствоваться в далеких странах. Сразу же в твоей жизни, сын мой, попроси Святого Духа прийти и ясно показать тебе шаги, которые ты должен предпринять, чтобы открыть двери своей жизни. Помните, что я тоже играю свою роль, но у вас есть свои обязанности. Я молюсь, чтобы во имя моего Сына Христа Иисуса двери вашей духовной жизни открылись. Я желаю вам успеха, роста и обильных благословений. Я хочу, чтобы ваше сердце наполнилось моим Святым Духом, и знайте, что мои ангелы всегда рядом с вами, отдыхаете ли вы, работаете или бодрствуете. Я пророчествую, что двери вашего служения откроются, и вы принесете много плода. Пусть откроются двери ваших отношений, и пусть они будут плодотворными и полными радости. Я здесь, чтобы исцелить раны прошлого, простить тебя и освободить от уз страха перед любовью, мое дорогое дитя. Позволь мне направлять тебя, чтобы открыть дверь для счастья в ваши отношения. Я желаю, чтобы благословение и процветание текли из вашей финансовой жизни в вашу карьеру и повседневную жизнь. С какими бы трудностями ты ни столкнулся, я сейчас здесь, чтобы направить тебя к новой и плодотворной карьере, даже с возможностью через неделю познакомить тебя с новой и процветающей работой. Я благодарю тебя за доверие, сынок, и за твою открытость, чтобы я мог исполнить желание твоего сердца. Дорогой своей священной кровью я прошу тебя молиться о том, чтобы двери к твоему здоровью были открыты.
Если болезнь коснется твоего тела, будь то рак, постоянная боль, ревматизм, волчанка, фибромиалгия или воспалительное заболевание, знай, что я готов лечить тебя. Мое исцеление распространяется на все физические недуги, если только вы верите в меня. Сейчас я протягиваю руку помощи тем, кто борется с алкоголизмом, наркоманией и припадками, чтобы освободить их своим могущественным именем. Я открываю дверь к вашему здоровью и дарую вам свободу. Откройте путь к исцелению от депрессии, тревоги и страха. Двери к здоровью и покою останутся открытыми, поскольку я посвящаю себя тому, чтобы дарить вам спокойные ночи. Я освобождаю вас от голода, отчаяния и даже от мыслей о самоубийстве. Пусть все благословения, которые еще не достигли вас, придут теперь в мое святое имя. Многим из ваших благословений мешали грех, болезни, злые духи и искушения. Но теперь эти благословения будут свободно течь в моем имени. Преграды на пути благодати рухнули, и благословения потекут, как густой лес без конца. Пусть все благословения, которые я приготовил для тебя, зальют твою жизнь, как река, мой возлюбленный сын. Пусть эти сохраненные благословения дойдут до тебя от моего могущественного имени, передаваясь твоей семье, твоим финансам и грядущим поколениям. Все благословения, которые враг удалил из твоей жизни, теперь будут восстановлены в 7 раз во имя мое. Да будешь ты, сын мой, благословен в своей семье и на своем пути. Я приношу процветание, исцеление, безопасность и радость. Я открываю все двери на этом жизненном пути для моего любимого сына, который сталкивается с огромными трудностями. Сын мой, ты не одинок в своих страданиях, и я присутствую на всех твоих путях. Я открываю двери на этом пути, чтобы любовь снова расцвела, чтобы прощение пролилось и чтобы отношения были восстановлены. Мой возлюбленный сын, с огромной любовью я, твой Отец, твой Бог, открываю дверь от своего имени, чтобы полностью восстановить эти отношения, которые были омрачены стыдом, местью, ревностью и гордостью. Сколько препятствий было поставлено на пути этих отношений, которые поддались чувству вины, боли и внешнему влиянию, доведя тебя до депрессии. Дитя мое, я здесь как сострадательный отец, чтобы открыть двери благословений во имя мое и принести процветание во все сферы твоей жизни. Эти двери открываются и для тех, кто потерял себя раньше, дорогие мои, позволяя им начать жизнь заново с уверенностью. Если кто-то был предан, брошен или пережил развод, знайте, что в этот момент я восстанавливаю их жизнь. Двери моей милости открываются и для тех, кто чувствует себя одиноким, чужим в чужой стране. Во имя мое я открываю двери надежды и дружбы для моих дорогих сыновей и дочерей, которые готовятся к экзаменам и поступают в колледж. Я здесь и открываю двери от своего имени. Я хочу, чтобы эти двери привели их к успеху во всех их начинаниях и открыли им возможность учиться и совершенствоваться в далеких странах. Да, дорогие сыновья и дочери, стремящиеся к получению знаний и образования, знайте, что двери мудрости открыты для вас. Нет предела тому, чего вы можете достичь, если стремитесь к свету понимания и совершенствованию своих навыков.
Это захватывающая глава в вашей жизни, где открываются новые горизонты и где вы можете формировать свое будущее. Двери, открывающиеся навстречу знаниям, ведут также к раскрытию ваших страстей и призваний. Сейчас самое время исследовать, задавать вопросы и отдаваться процессу обучения. Будьте уверены в своих силах, потому что от моего имени я здесь, чтобы направлять вас на вашем академическом пути. Тем, кто только начинает свою профессиональную карьеру, следует знать, что перед вами открываются двери возможностей. Каким бы сложным ни казался рынок, упорный труд и целеустремленность – это те ключи, которые могут открыть двери, о которых вы даже не подозревали. Уверенность в себе, настойчивость и стойкость – вот ваши союзники на этом пути. Для тех, кто ищет исцеления, здоровья и благополучия, мои двери всегда открыты. Стремитесь заботиться о своих телах и душах, ведь они – сосуды, в которых хранится драгоценность жизни. Используйте открывающиеся возможности для лечения и поддержки, ведь исцеление часто начинается с обращения за помощью. В отношениях знайте, что двери к примирению и любви находятся в пределах досягаемости каждого. Прощайте и открывайтесь для прощения, потому что это путь к восстановлению глубоких связей, которые могут принести радость и смысл в вашу жизнь. В это время я открываю двери для надежды, для возрождения мечты и реализации высших целей. Двери, которые раньше казались запертыми, теперь доступны для вас. С благодарностью и смирением принимайте все благословения, которые льются от моего имени. Помните, что даже когда двери жизни закрываются, могут появиться новые возможности. Верьте, держите свои сердца открытыми и продолжайте идти по пути поиска истины, сострадания и удовлетворения. От своего имени я благословляю всех вас безусловной любовью, силой и мудростью, чтобы вы могли справиться с трудностями и воспользоваться открывающимися возможностями. Пусть каждый ваш шаг будет озарен светом веры и надежды. Аминь. Позволяя тебе получить работу, которую ты хочешь, я также открываю тебе возможность честно выполнять свои обязательства. Сын, я приглашаю тебя открыть дверь к истинному счастью, жить передо мной и освободиться от иллюзий греха во имя моего святого имени. Каждое искушение несет с собой обманчивое обещание счастья, но истинное счастье заключается в послушании мне, мои дорогие принцы и принцессы. Я открываю двери вашей жизни и удаляю всю духовную тьму, которая может существовать. Я прошу вас ясно видеть то, что вам нужно, и стремиться к духовному зрению. Внимательно слушайте мои важные слова, настраивая свой духовный слух. Комментарий. Бог не подводит. Позвольте всем сферам вашей жизни открыться, чтобы благословения хлынули, как лавина, покрывая вас и вашу семью обильной благодатью, которую могу дать только я, во имя моего Сына Христа Иисуса. Воспользуйтесь возможностью начать все сначала и знайте, что я всегда рядом с вами. Я закрываю двери, которые необходимо закрыть, ставя во главу угла ваше здоровье и благополучие. С радостью принимайте новые возможности, которые открываются сейчас, ибо это время благословений и чудес, которые приходят к вам от меня.
Поднимитесь из того места, где вам раньше было нехорошо, потому что я с вами. Я немедленно открываю все двери, в которых вы нуждаетесь, и закрываю те, которые больше не служат вам. Пусть это благословение останется с вами навсегда и проявится в водах жертвоприношения во имя меня, во имя моего Сына и моего Святого Духа. Сынок, ты не знаешь, как ты дорог мне, и знай, что через молитву открываются все двери. Мое присутствие всегда рядом с вами, направляя вас на каждом шагу вашего пути. Знайте, что двери, которые я закрываю, это те, которые могут привести вас на темные пути, вдали от моего света. Отдавая предпочтение вашему здоровью и благополучию, я защищаю вас от опасностей, которые могут скрываться за дверями, предназначенными не для вас. Сейчас я приглашаю вас принять все возможности, которые открываются в вашей жизни. Они подобны лучам света, освещающим ваш путь к светлому будущему. Смело и с верой шагайте в эти открытые двери, зная, что я рядом с вами, укрепляя вас на каждом шагу. Важно помнить, что благословения, которые льются на вас, предназначены не только для вас, но и для вашей семьи и окружающих вас людей. Когда вы станете получателем моих милостей, ваш свет будет озарять других, вселяя в их сердце надежду и радость. Поднимитесь из мест сомнений и неуверенности, ибо я люблю вас без всяких условий. Я создал вас с божественной целью, и сейчас настало время жить этой целью в полной мере. Двери, которые я открываю, это двери цели, самореализации и служения другим. Пусть любовь и сострадание струятся через вас, делая вас маяком надежды для тех, кто в этом нуждается. Продвигаясь по этому пути, знайте, что вас не обойдут стороной трудности. Однако эти трудности – не препятствия, а возможности для роста и расширения возможностей. Доверьтесь мне, потому что я готовлю вас к тому, чтобы принять каждый вызов с мужеством и решимостью. Дверь к преображению находится перед вами. Открываясь навстречу истинному счастью, вы также открываетесь навстречу духовной трансформации. Позвольте моему присутствию проявиться в каждом аспекте вашей жизни, направляя вас к самореализации и внутреннему покою. Дорогой ребенок, всегда помни, что ты дорог мне, и моя любовь к тебе безгранична. Продолжай искать меня в молитве, ибо именно через молитву ты поддерживаешь связь со мной, и все двери останутся открытыми. Пусть ваша жизнь будет изобильной, полной цели, радости и бесконечных благословений. Аминь. Конечно, продолжая это послание любви и благодати. Оглянувшись вокруг, вы поймете, что каждая открывающаяся дверь – это возможность для роста и обучения. Каждое испытание, с которым вы сталкиваетесь, это урок, который поможет вам продвинуться дальше по духовному пути. Так что не бойтесь трудностей, которые могут возникнуть, потому что они, как ступеньки, ведущие вас ближе ко мне. Проходя через эти двери жизни, не забывайте делиться своим светом с миром. Не оставляйте благословения, которые вы получаете, при себе, но будьте каналом любви и сострадания для других. Когда вы протягиваете руку помощи, двери трансформации открываются не только в вашей жизни, но и в жизни тех, кого вы коснулись.
Путь к истинному счастью часто путают с путем мира, который сулит приходящее удовольствие и стремление к самореализации. Однако истинное счастье заключается в следовании принципам моей любви и щедрого служения другим. Это та дверь, которая ведет к длительной радости и внутреннему покою. Помните, что, хотя перед вами открыты все двери жизни, у вас есть свободная воля, чтобы выбрать свой путь. Я предлагаю руководство и любовь, но окончательное решение остается за вами. Выбирайте мудро, всегда стремясь к истине и справедливости. По мере вашего развития двери духовного понимания будут открываться все шире и шире. Вы будете смотреть на мир духовными глазами, осознавая, что все взаимосвязано и что каждое действие имеет высшую цель. Это духовное видение обогатит вас и позволит делать выбор в соответствии с моим божественным планом. Продолжайте открывать себя для духовного путешествия, стремясь к росту и эволюции во всех аспектах своей жизни. Когда двери открываются и закрываются, верьте, что я направляю ваши шаги и что вы всегда находитесь под моей любящей защитой. Пусть это послание вдохновит вас на дальнейшее открытие дверей любви, сострадания и веры в вашей жизни. Знайте, что я всегда с вами, освещаю путь и открываю двери бесконечных благословений. Пусть мир и радость, которые приходят от моего присутствия, всегда будут в вашем сердце. Аминь. Я приглашаю тебя, дитя, проверить свою подписку на этот канал, благословленный мной, и активировать уведомления, чтобы ежедневно слушать мои священные наставления. Прошу тебя, дитя, помогай тем, кто нуждается в срочной помощи. Позволь мне благословенно направлять и защищать тебя. До свидания, мой дорогой сын. Я люблю тебя.